все мы вместе, значит, почувствовали сейчас, в данный период, как изменилась ситуация с начала этой нашей, да, совместной военной операции, как поменялось общество, как поменялась молодежь. Это просто небо и земля. То есть действительно часть молодежи и интеллигенции, элит, не принял это, ушло. Ну и не будем их проклинать, они выбрали свою дорогу. Но основная часть, 99% населения, приняли необходимость этой операции. И вот у меня супруга сказала сегодня: ты пойдешь, скажи, что вот я была помоложе, я бы пошла перевязывать тебя. Жалко. Она у меня воцерковленная, они ходят, собирают там что-то, отсылают. Вот. И все слои населения. А я хочу еще настоятельно подчеркнуть то, что президент говорил в начале и сейчас сказал, что мы российский единый народ. Много этносов, но состояние дружбы, сотрудничества, товарищества, взаимопомощи – это начало. А сегодня это интернациональный патриотизм. В этом духе сегодня мы начинаем воспитывать молодежь и знаем, понимаем, какая боевая дружба сложилась там. Там представлены все республики, все национальности. И мы смотрим и понимаем, что какой-то происходит сплав новый, иной, на новом уровне. Народ сплотился, многонациональный российский народ. Пока мы как-то вот с другой стороны не видим четкой поддержки от других стран, дружественных нам, ну, наверное, появится сейчас, после выступления нашего президента, приезжающий, да, китайский лидер, и они говорят о том, что они с нами и будут не просто сочувствовать, а вступать именно со стороны решения проблем, которые назрели. Действительно, с нацизмом, фашизмом боролись наши отцы и деды. Мой отец прошел всю войну. Вот. И он мало рассказывал, но он ненавидел как раз кого? В большей мере. Немецких фашистов, нацистов, да? А вот этих бандеровцев, он через украинский прошел фронт, это, говорит, человека ненавистничество. И оно сохранилось. Была ошибка, допущена Хрущевым, когда он выпустил этих негодяев. И они воспитали своих сыновей в каком духе? Нацизма. Нацизм не лечится. Это не лечится. Поэтому с ним надо воевать, жестоко воевать. И смотреть, чтобы у нас, в нашей стране, никакого национализма. Только интернациональная дружба, сотрудничество и патриотизм. Он победил, этот патриотизм, люди наши, во время Отечественной войны. Все любили свою малую родину, свою республику, вот свой аул, да, понятно, свои города. Но когда началась война, единой общей родиной для всех стала Советская Россия или Советский Союз. И вот этот интернационализм патриотический, мы это провозгласили на ряде конференций. Сейчас эта идея пошла в жизнь. И мы предлагаем также здесь, может быть, закрепить в резолюции какой-то, что наше собрание поддерживает развитие этого принципа интернационального патриотизма. Спасибо. Ура, товарищи! Спасибо. Так, ваши коллеги поддержат вас каким-то там 30-секундным роликом, грубо говоря? Да нет. Так, что-то скажете? Александр Викторович, давай говори. Да. Не надо стесняться. Идет прямой эфир, поэтому стесняться не надо. Уважаемые участники встречи, действительно, я как ректор столичной академии малого бизнеса могу сказать о том, что вот Владимир, профессор, да, Сафошин Александр Викторович. Спасибо, Светлана Калинична. Хочу поддержать действия президента. Разные мнения есть у студентов. Некоторые студенты любят Путина, некоторые не любят Путина, некоторые любят Россию, некоторые не любят Россию. Единственное понятие любовь, оно как-то несоизмеримо. Потому что, что такое любовь? Японцы доказали, что любовь
Это психическое расстройство, когда человек теряет вкус к жизни без любимого вожделенного объекта. Но благодаря вот этой операции СВО у нас действительно появилась любовь, появился вкус к жизни. Поэтому я надеюсь, что данное сообщество поддерживает также наше руководство, и стремление к жизни, оно должно перебить вот все невзгоды, которые вот сейчас существуют. Спасибо вам за помощь, которую вы оказываете тем, кто воюет. Но и нам тоже Владимир Владимирович оказывает такую же помощь, дает возможности для реализации. Так что поддержим наше руководство. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста. Ну ладно, сегодня нет Бранто Яновича, я вместо него скажу. Вот Владимир Иванович сказал, что вот нужно интернационализм. Я, например, за это, за то, чтобы мы все вместе сообща вот, победили вот эту гниду. Вот. Я против этого. Вот. Отец мой воевал, я знаю, что это такое быть на войне. Поэтому я хочу мира, и надо как бы поскорее с этим закончить. А, тюркский народ, все, с вами. Все. Есть объединение. Создано объединение, союз, культурно-историческое сообщество тюркских народов. И, значит, все представлены там, ну, Бедюров, Бранто Янович, которого вы знаете, председатель, а Светлана Камесовна, да, Дулатова, она у него секретарь. Чем они занимаются конкретно? А это как раз связи межкультурные, Ребята, все исторические связи. Отставить, все И это объединяет, Так, прежде слово, всего. слово представляется Виктории. Да, пожалуйста. Все регалии и все остальное. О чем мы говорили с вами? Друзья, я Семенова Виктория Борисовна, мне разрешили сказать несколько слов. Я хочу сказать о реабилитации. Я с 2007 года занималась реабилитацией военнослужащих внутренних войск МВД России. Это были инвалиды. Центр у нас находился на Малиной роще, и у нас было 45 региональных отделений. То есть мы выезжали в регионы, мы выезжали на Кавказ, мы бывали в разных ситуациях на Кавказе. Мы обучали специалистов нашим технологиям, а мы собирали все самое лучшее для того, чтобы поднять ребят, реабилитировать. И наш центр гораздо быстрее ставил на ноги тех ребят, которых нужно было поставить и вернуть в строй. Не могу не сказать несколько слов. Руководитель нашей организации инвалидов внутренних войск был Чурсалов Владимир Петрович. Может быть, кто-то его знает, помнит. Непосредственно мой руководитель. Мы с ним организовали этот центр и успешно реабилитировали ребят. Создали научный центр, собрали самых лучших ученых. У нас были уникальные разработки, производства для ребят-инвалидов специальных кушеток, специальный массаж у нас был. Но у нас была уникальная технология, сейчас она тоже есть. Есть такой метод ключ, и по нему идет реабилитация всех ребят военнослужащих, которых нужно реабилитировать до сих пор. Автор методики из Дагестана, живет он в Москве, Хасай Алиев. Наверное, кто-то знает, его слышал. Вот мы вместе с ним занимались этим методом ключ. В первую очередь нужно восстановить не физически ребят, а восстановить психологически. И это не разговоры, которые человек тебя не слышит. Вот сидишь, а он оглушен, у него там жена ушла, например, потому что он ногу потерял или он запил. Нужно было поставить голову на место. И вот этот метод ключ он ставил. Посмотрите в интернете, поинтересуйтесь, там все это есть. Вот 45 региональных отделений. Самое тяжелое, это, конечно, был Кавказ. Мы там 4 раза были в перестрелках, благополучно выезжали, выбирались оттуда, обучали специалистов. У меня очень много учеников по всей России. У меня есть собственный метод биорезонансной медицины, диагностика, которым я обучила очень много врачей, в том числе и на Кавказе. Второй, уже после внутренних войск, центр, это центр ФСБ и погранслужбы САТОМ, где я руководила этим центром. Впервые тогда был прецедент в России, когда ФСБ не делают частных центров, все государственное. Был специальный приказ создан для реабилитации ребят, и меня утвердили на эту должность. Тоже занимались теми же самыми методиками, тоже восстанавливали ребят. У нас хорошие методики. Сейчас я работаю в сети оздоровительных центров. Я не имею отношения пока ни туда, ни сюда, потому что это все было расформировано из-за того, что в городском бюджете не стало хватать денег на реабилитацию. Ну, вас акция, потому что управляют.
Это уже другая история. Детали, ФСБ детали. знает, это не детали конкретно. Но я хочу сказать, что все Ни мои одного цента не клиенты, пациенты, это все друзья, это Сегодня год такой. партнеры. Мы все друг другу помогаем. Что, реально? Я Отлично. всегда отзовусь и помогу, и если что-то нужно, мне тоже помогают. Ну, пожалуй, вот все. Спасибо. Меня Виктория Борисовна зовут. Виктория Борисовна. Так, слово представляется нашему большому другу, коллеге, офицеру. Международный. Да, это международный. Да, да. Ага, Вот тебе представь, слово-то. Тебе Надо, слово. я я- хоть и белорус, но еще русский язык не забыл. Председатель Международного фонда поддержки ветеранов, инвалидов и членов семей погибших при исполнении служебного долга «Боевое братство без границ». 20 лет руковожу. Вот он сказал про Константина Павловича Талая. Я его в 17 лет взял, когда он мину эту немецкую колупал у деда возле сарая и взорвался. И привел ее к своим афганцам, обрубкам, ампутантам их называют. Сегодня их море у вас, в России. И с 1997 года по 17 год я его носил на руках, носил, куда только не носил. Вы говорите, да ну зачем инвалиды и прочее, прочее. И только, слава богу, в 17 году я его сдал одному мастеру спорта по плаванию. Кинули его сам, он поплыл. И начал плавать. И действительно стал чемпионом по плаванию. Без рук и ног. Мира, да, 2 раза. Вот, Леша Талай. От первого женного ребенка, второй два жена и живет. А до этого у меня 22 инвалида, афганца. Из обоих ног выше колен Володя Михалак, десантник, на БМВ. А я сказал президенту, БМВ это боевая машина ветерана. Не вот эти АК и не Запорожец, а боевая машина ветерана должна быть. И у нас, слава богу, нормально. 9 мая, как я сказал, прошел бессмертный полк. Впервые у вас за 25 лет существования России. Впервые белорусский бессмертный полк пошел своими батьками. 150 человек. Везлов Борис Вячеславович нас туда направил, и мы это сделали. А потом, когда меня пригласили в Бурденко, в 5-й филиал, говорит, как ребята сидят так вот, ну, не понимая, никого не подпускают, без рук и ног. 45 лет, 30 лет. И не понимаю, что делать. И мы пришли, поговорили. Когда я сказал, что да, ребята, руки и ноги, это не ходовая часть. Это Бог и Аллах оставил самых лучших людей для того, чтобы построить новую Россию. Не такую, как сегодня, а новую Россию. Совершенно новую Россию. Нашу Россию, которую знали наши деды и отцы. Вот что надо делать. Сегодня спасибо всем, кто хоть чуть-чуть чем-то помог. Я вчера в Вишневского прошел. Центральный аппарат взял. Канал «Звезда». Они сегодня, спасибо министру обороны, но вот это Игорю спасибо, Коношенко. Он дал команду впервые начать канал федеральный. Найти своих. Найти своих. Что это значит? Программа. Да. Это значит, когда 300-й, да, это пацан без сознания. Но когда ты отбиваешься, то его надо тянуть и отбиваться. Вы представьте себе, вот, то в бою. Или бросьте убежать, спасти свою шкуру. Вот выбор у человека. А каждый хочет жить, там же страшно. И вот они тянут его как 200-й, потому что он без сознания. Кидают. И там уже санитар раз задышал. И парень вот этот вот, Смирнов, Анатолий Анатольевич, 14 года воюет мальчишка во внутренних войсках. И вот в Азове попал. Разворотило всю брюшную часть. Потеряли, месяц где-то еле нашли, вытащили. Он так исхудал, что не могли зашить 9 месяцев. Он лежал в Донецке, не могли зашить животик ему. И потом спасибо, вот, еще раз слух говорю, Татьяне Голиковой спасибо, что вертолет дали. Спасибо Тришкину Дмитрию, что тут же сказал, ложите его в Вишневского. Сегодня он уже ходит. И сегодня его уже на передаче вы увидите, во-первых, он детдома с мамой его нашли уже, ребята, с этого канала. Нашли этих 2 пацанов, которые вытащили с подбоя. И один сам получил ранение серьезное. То бишь, слушайте внимательно. Там своих не бросают. А тут мы своих бросили. Мы своих здесь бросили. Ни одного центра сегодня реабилитации я не нашел. Их нет у вас. Они превращены в коммерцию. Сегодня протезы ставят. Ребята бедные, без рук и ног ищут. Кто ж мне протез поставит через месяц? А коленку, если не поставишь через 6 месяцев, она становится инвалидом. Ее надо по новой резать. Услышьте меня. Я 28 в Беларуси лет занимался реабилитацией. Вот и Леша Талай сделал человек, он его знает. И первую жену знаю, как мы ее женили, вторую и так далее, и так далее. Но не в том дело. Я даже на Леше пример показал всем белорусам. Они ж мыслят одинаково, только что у них правильно, вот вы сказали. Им не надо по голове гладить и чай там приносить. Им надо сделать реабилитацию. Если он математику не знает, то его надо действительно заставить математику учить, таблицу наизусть. Вот тогда мы вернем его, то есть с головы надо начать. Вот что такое настоящая реабилитация. Сегодня 2 девочки пришли, волонтер Международного фонда «Боевое братство», Вероника, бедра нет. И руки нет у другой девочки, но не видно. И вот тогда только у них искорка в глазах, у этих обрубков наших ребят, героев.
Раз, ничего себе, девчонка и ходит спокойно, не хромает. И не хромаешь, не хромает, но так раз платьишко, а там черный это, ну, протез. И опять, почему нет у нас отечественного протезирования? Россияне, милые, где ваше отечественное, где Роскосмос? А есть же, финансы перекрыли специально, перекрыли финансы, чтобы вот эти центры загубили, их загубили. Вот сегодня я обратился к президенту, дайте мне вот этот Озерный, заброшенный там возле, в Московской области. Здание принадлежит Собянину, это Воробьеву. И уже полгода не могут отдать. А что там делают? С кишлака понавезли этих самых юрт и оздоравливают там детей. Коммерция. А здание рушится. А вы говорите, у нас славян, здесь же все славяне, правильно? Только когда мы определяемся. Россияне, да. Это у нас беда. Сегодня, слава Богу, что она пришла. Был Владимир Красное Солнышко, когда он водой крестил. А сегодня Владимир огнем крестит. И будем помогать ему. Скоро мы тоже второй фронт, по-моему, откроем с Александром Григорьевичем. И пойдем оттуда почистить эту нечисть, которую мой отец не добил. Пожалел просто, не добил гадов. Поэтому смотрите, спасибо вам, что вы что-то делаете. Запишите мой телефон. И где у вас есть ребята раненые, особенно добровольцы. Вот сегодня ровно год. Как еще ни одному протез бесплатно не поставили, пацану, добровольцев. А добровольцы, извините меня, это не под присягу лейтенант Севохин 25 декабря пошел, расстреляли. Они пошли поддержать. Это самые преданные люди Путину, запомните. Не те, кто говорит, Путин, мы тебя любим, а те, кто пошли первыми туда 24 февраля, год назад. А сегодня они бухают, потому что им ни одному протез не поставили бесплатно. За свой счет ставят протезы себе ступни. 18 миллиардов отправляют в Германию. Они на 10 миллиардов покупают ракеты с этими лепестками. И ваших русских пацанов ступни вот так отрывают. Сходите в Бурденко, я вас проведу, любого. Хоть 15, хоть 20 проведу. Увидите на этих пацанов. И протезы очень сложно ставить стопа, когда пятка катал. Надо по новой рубить. И вот, как вам сказать? Если мы сегодня поймем, что кто где ни был, да, нужно не только, ну, что-то говорить, а надо просто делать. Взять и сделать тихонечко, взять и сделать. У вас 8 филиалов и 16 филиалов здесь на территории Москвы. И вот, когда приходишь, а кто у вас был? Не был никто. Ну почему так? Почему одни разговоры идут? Почему дел мало? Поэтому спасибо. Вот меня я уже говорил. Я с Смоленска родом, но женился на белорусском, белорусом стал. Я татарами пугали. Не белый сынок, у меня 5 братьев, не белые татары поймали. Вот здесь семья моя. Я русско-белорусско, ну, русский. Но вот это вот татары нам пример показывают, как надо вместе действительно вопросы решать, вместе хлеб ломать. И потом, конечно же, ну, я за них уже тоже, как Брестская крепость стану, не дай бог, что-то у них беда будет. Поэтому в заключение скажу. Спасибо вам всем, кто сюда пришел. И спасибо, что вы потом, когда отсюда уйдете, вот, переспите, а потом все-таки наметите, что уговорите рядом соседа, молодежь, поговорите с ним. Правильно вот кто-то сказал? А вы знаете, в Беларуси процентов 70 сомневаются, надо это не надо поддерживать именно Россию в войне. 70%, вы знаете прекрасно. Это правда. 70%. Плохо. Очень плохо. И поэтому, ну, если мы это... Вот тут я не для вас говорю, тут все понимают. Но просто сердце болит, когда вот пишут. 4 ноября указ президент Путин все делает. Он деньги дает всем. Но они их воруют. Чик-чик-чик и нет денег. Мама расписку пишут. Я, мама погибшего, получила 5 миллионов. Претензий не имею. Расписываюсь в этой самой секретности. Какая ведомость? Расписка на А4. Какая ведомость? А4 расписка в целлофане иди. И дают в торговых центрах, деньги выдавали. Добровольно. В торговых центрах, в Нивах. Понимаете? Это все делается. И мы как будто не видим, слепые. Ходим, я написал генпрокурора, всем написал. Ну, а у них некоторых претензий нет. Зачем это делать? И поэтому вот люди собирают денег. Слава Богу, что доходит какая-то гуманитарка. Половина, вы знаете, не доходит. Уже по новой ее где-то встречают, перепродают и так далее, и так далее. Это было, если будет. Но это не про нас. Потому что сегодня, если мы не поймем, если мы не сделаем фронт защиты здесь, в тылу ребятам, а это, поверьте, вы неправильно кто-то сказали, мы их потом гладить будем. А я сказал, они должны стать президентами через 15 лет, вот те ребята, которые воевали. Они должны стать депутатами и учеными они должны. Я этому Фалькову вашему 5 раз написал, вызвал и сказал, если в 23 году не будут квоты для этих ребят, которые СВО, ну, оболтусу не будем принимать. Но они должны учиться за счет государства.
Поэтому я здесь для того, чтобы создать государственную систему защитника Отечества. И дома ветеранов, дом З, защитник, ветеран Отечества, должны стоять от Дальнего Востока до Бреста. Уже должны стоять новые дома, куда они могли потом с семьей прийти, чтобы Леша Талай не разводился с первой женой и не уезжал в Америку. Подаяние самое политическое убежище просить, потому что он никому не нужен был. 20 лет я его носил на своих плечах под мышкой, как и всех остальных обрубков своих афганцев. Виктор Михайлович. Поэтому просто сердце болит, что вот мы жуем, а получается, что все красиво. А когда в глаза посмотришь, вот как сегодня я походил, а когда придешь домой, которого уже выписали домой, и поговори с ним, Тришкину Дмитрию Вячеславовичу, он мне все написал: Виктор Иванович, 23 санатория, пожалуйста, направляй, ребят. Ну, информация теряется. Уехал в Кишлак там или в Дальний Восток, в Уфу там или куда, и все. И вот он с мамой вместе это горе мыкает. Поэтому надо обязательно создать систему одного окна. Есть проблема у человека, и мы все ее решили. Вот помогите, товарищи, сделать систему одного окна. И чтобы деньги эти не воровали. Все же бюджетники думают, как деньги украсть. Виктор Михайлович, Они всё. должны дойти до каждого Виктор человека вот Михайлович, этого. регламент, всё. Потому что это золотой фонд будущей России. В границах от Бреста до Дальнего Востока. Мира, счастья, добра. Регламент, всё. Все. Да. Я закончил. Так. Слово-то представляется. Не, вы. Я модератор. Да. Чуть-чуть это самое, накал снимем чуть-чуть. От выступления Виктора Михайловича, да. Уважаемые Чуть-чуть накал. коллеги, но такие выступления очень важны, потому что это боль человека, и он рассказывает о конкретных людях. Оказывается, всем повезло, люди, которые пострадали, и это мне оказывается помощь. Но раз у нас тема все-таки связана с посланием президента, мы ясный ответ услышали на это. Вопрос, как будет это исполняться и в какие сроки. Президент сказал, что будет создан государственный фонд Российской Федерации для помощи всем, кто пострадал на фронте и в будущем тоже, кто, конечно, приедет, у кого будут такие проблемы, о которых вот вы сейчас рассказали. Я думаю, что это поручение будет выполнено очень быстро. Я думаю, что месяца через 2 он потребует уже каких-то решений. И там, кстати, президент сказал очень конкретно, чем будет заниматься этот фонд. И все, о чем вы сказали, все туда включено. Вот, да, поэтому надежда на это есть. То есть, что такое фонд? Фонд – это организация, куда будут закачиваться деньги для этого. И я думаю, что вопрос будет решен. И раз это в послании прозвучало, значит, этому точно нужно верить. И точно это имеет такую же серьезную важность, как многие другие вещи, о которых он сказал. Да? Еще о чем было сказано, о том, что социальная политика, несмотря на проведение специальной военной операции, у нас будет на высоком уровне, суммы будут увеличиваться. И вообще про экономическую ситуацию президент сказал, что этап приспособления к этой вот специальной военной операции, он прошел. А мы хотим видеть дальше новую экономику. То есть он фактически провозгласил инновации в экономической системе российской, что тоже очень как-то радует. И я думаю, что тоже месяца через 2, обычно так это и бывает, но иногда даже раньше, он собирает правительство и требует уже каких-то конкретных ответов, конкретных действий от исполнительных органов власти Российской Федерации. Вот мы все, я думаю, что через месяц, через 2 узнаем, как вот эта социальная политика будет меняться, и экономическая политика будет меняться. Конечно, в послании президента мы услышали очень четкий, жесткий, такой строгий посыл в сторону нашего олигархата. И вот как бы мы уже и до послания знали, да, когда президент предложил сделать какой-то взнос нашим олигархам, и Шохин там на своем большом совещании наших предпринимателей вроде бы договорился, вроде ответ положительный, но сейчас все равно не разбери поймешь. То есть, что будет, тоже интересно, как они отреагируют. Но это было очень жестко, мне кажется, сказано, и достаточно так корректно, деликатно, как это умеет наш президент. Вот. Но думаю, что они сами все отдадут в ближайшее время, потому что это все уже прозвучало. Ну, можно в это верить, может нет, но хочется верить, что они будут в разуме. Потому что потеряют все остальное не только за границей, как они уже потеряли, но, я думаю, в нашей стране тоже. Потому что это было очень жестко.
Еще по поводу, вот интересный был тезис, на мой взгляд, про нацпроекты. Ну, все знают, что нацпроекты у нас идут, но во многих регионах через пень-колоду, и даже деньги эти, которые предоставлены на нацпроекты, вот ученые это хорошо знают, они не выбираются. То есть и вроде они есть, но управленческая система настолько не приспособлена быстро реагировать на реалии времени, потому что изменения это произошли, не может быть так, как это было там, 2 года назад, например, да, или в допандемийные годы, или вообще в жизненные годы, там, еще тогда, лет 5 назад. Что он сказал? Что банки должны на нацпроекты выдать беспроцентные кредиты. И обязал глав регионов, чтобы деньги эти были получены. А в 2024 году, сейчас 23 год, в 2024 году автоматически государство это зачтет. То есть Списывает, да, списывает. эти деньги будут списаны. Это тоже очень хорошо, потому что многие высказывают, и представители научного сообщества, предпринимательского сообщества, и даже представители госорганов как раз претензии к тому, что вот, нацпроекты не исполняются из-за того, что финансово они не обеспечены, или какая-то волокита, или когда из одной статьи в другую все это проходит, переходит, то есть, ну, все вообще останавливается там, на целый год. Вот, так что надежда тоже здесь есть. Ну, по поводу сопровождения там детей, наших подростков, тоже там замечательные были сказаны слова. Они вдохновляют, хотя и сейчас тоже до послания помощь, например, беременным женщинам и тем, кто родил первого ребенка, второго ребенка, она уже была поднята достаточно. Ну и увеличение МРОТа тоже мы услышали, что МРОТ фактически будет приравнен к сегодняшней московской пенсии, что тоже, наверное, это справедливо, а это МРОТ, который будет действовать на всей территории Российской Федерации, так я понял. Он об этом говорил, потому что это прозвучало именно в послании, а не в каком-то московском регионе. Вот. Значит, все подтянется к этой сумме, ну, для многих регионов это будет прям значительный прибавка. Вот. Ну и, конечно, я помню, что у меня было несколько совещаний в Госдуме, я вот туда все время ходил, и я все время спрашивал, ну что будет, и достаточно напряженная была обстановка. Что будет, президент что, объявит войну, и тогда, или будет всеобщая мобилизация? На самом деле люди были практически готовы к каким-то вот резким поворотам, но тем не менее этого не произошло, и наоборот, мне кажется, самое главное в этом послании, то, что наши люди, российские люди, услышали уверенность, очень твердую уверенность президента, что экономика будет расти, что победа будет за нами, что все там в руководстве страны знают, что нужно делать, и что самое главное, деньги на все это, что предлагается, они есть. Или они будут. Конечно. Вот, поэтому я считаю, что очень достойное было послание в этот раз. Но самое интересное будет через месяц, через два, когда правительство он будет собирать. Предлагаю вот тогда вот и смотреть телевизор, все это в прямом эфире. Я думаю, что там будет такой жесткий разговор, наверное. Вот. И представлюсь, а то обязательно, меня, да, обязательно. Рустем Фуисович, я президент Российской муниципальной академии, это научный центр местного самоуправления России. Но если по этой линии, я еще сопредседатель Федерального экспертного совета при Государственной Думе по местному общественному самоуправлению. Я президент Союза некоммерческих организаций России, первый заместитель председателя Совета Ассамблеи народов России, поэтому к этому тоже отношение имею к нашему собранию в этом здании, в этом клубе. Ну, академик своей академии, естественно, российской муниципальной, академик РАЭН, академик Международной академии телевидения и радио. Вот, у меня много всяких должностей, но самое мое хобби и такое любимое дело – это заседание в Федеральном народном совете, это такой комитет по новой российской идеологии. Я являюсь его сопредседателем, там достойные люди от всех партий, даже от Генсовета Единой России, они к нам вошли. Вот, надеюсь, что мы разработаем очень хорошие документы. Мы почти все сделали. Я думаю, что просто государство ждет определенного момента, когда это будет затребовано и будет озвучено. Но уже какие-то тезисы озвучиваются президентом, высшими руководителями российского государства. Вот, поэтому вот определенную радость я от этого испытываю. Ну и, конечно, хочу поддержать вас. Вы сказали, что да, вот о том, что новая историческая общность, российский народ. Я сразу вспомнил, как я в школе учился,
и мы проходили как раз новую конституцию принимали 1977 года, и когда, главное основание, вот я прям помню, что я это учил тогда, и главное основание для этой конституции, то есть зачем она нужна, были слова главы государства Леонида Ильича Брежнева, который сказал, что конституция меняется, потому что жизнь в стране изменилась, возникла новая историческая общность людей, советский народ. И вот этот опыт надо продолжать. Это да, грандиозный поворот тогда был, и вообще политика тогда поменялась в 1977 году. Она вообще поменялась, она была немножко такой хрущевско-сталинской, и она вдруг совершенно другие рельсы ушла. И вот этот поздний СССР, кстати, был очень кайфовым для жизни. Я имею в виду не то, что было около 90-х там годов, а что туда ближе, но начало 80-х, вот первая половина 80-х годов, очень стабильные были годы. И даже самое интересное, что и церковь в это время такой расцвет получила, и мусульманская, и православная. Это удивительный был факт. То есть такого потом, когда вдруг все стали верующими, такого не было. А вот в то время все-таки люди еще с оглядкой. Но это огромное количество людей вошло. Ну, извините, что вот вообще-то я вообще не хотел говорить. Я же им сказал, не надо мне выступать. Но, в общем, вот начинаю, иногда не могу остановиться. Спасибо, извините, что чуть я... Отлично. Спасибо вам. Так, представляется по медицине доктору, профессору. Сейчас представится все конкретно. Ну, лимит 3 минуты. Вам 5. Мы как бы за пределами России. С 7 лет это Таллин, 3 первых класса школы, потом 20 с лишним лет это Рига, университеты, сначала Иньяз университета, это была София, мое увлечение жизни, языкознание, сравнительное языкознание. Потом юридический факультет, это уже университет имени Петра Стуча, Латвийский госуниверситет. Я стал специалистом еще международного авторского патентного права. Потом аспирантура истории международных отношений в Институте востоковедения Академии наук политики скандинавских стран. Так, уважаемые коллеги, Шведская модель развития. Наши уважайте власти спикеров. очень волновались, почему новые страны идут по шведской модели социализма, не по нашей. Работал я, когда переехал в Москву в 32 года, в президиуме Академии наук, ученым секретарем Центрального совета методологии науки, проводили методологические семинары, соединяли физиков с химиками, с биологами и так далее. Потом я работал в СК КПСС, международном отделе в закрытом подразделении, где мы готовили, вот лично я, шведов, норвегов, датчан, финнов, мое направление было скандинавское, в том числе языков. Потом меня направили изучать профсоюзное строительство скандинавских стран, и я работал в ССПС больше 10 лет. В Госдуме я с 93-го года. Наша команда создавала, в частности, известного вам деятеля, как Владимира Вольфовича. Диссертации писали, деньги доставали, звания присвоили через Игоря Шахова, начальника контрразведки Московского округа. Когда они столкнулись в госпитале Бурденко, вместе Грачев и друг Вольфович приехал посещать солдатиков раненых в ту первую чеченскую войну. И Игорь сказал, смотри, все плюют, критикуют, а вот кто тебя поддержит. Надо его тоже поддержать. Да? Но если я открыто выступлю с инициативой присвоить ему полковника, меня тут же уволят, Ельцин. А если твои люди это сделают, напишут представление, я вроде как не против. Это так очень коротко и бегло, так, что интересно всем моментом. Да? Что произошло на наших глазах и что явилось предтечей предпосылкой? Совершенно дико и нелепо было в 17-18 году заложен принцип совершенно неправильный, дикий, невероятный. Как может команда, которая создана вместе, существует 1000 лет, или, по крайней мере, несколько сот лет, объявить право нации на самоопределение вплоть до отделения? Это значит, вот вы в футбол играете, а кому не понравится, может с поля уйти. Вот вы строите забор, а потом каждый может по своему кирпичу забрать и разойтись. Вот вы строите дом, берите по этажу потом. Но не будет ничего целого. Если этот договор вчера был подписан с кем-то, ну, допустим, с Мадагаскаром какой-то, хотели когда-то в России остров присоединить, да, Петр мечтал. Или где-то как-то, вот, я не знаю, Черногория пыталась, Болгария хотела быть 16-й республикой. Но это нездоровое начало, оно известно, это популистическое, нелепое начало, которым воспользуются так называемые малороссы, да, или украинцы. Кстати, надо заменить «у» гласную фонему на «о», потому что в русском это дико звучит «Украина». Они этим воспользовались, да, а то, что мы всегда были языческой целью захвата мира, и прежде всего подлого англосаксонского мира, это все знают. Из 1000 лет, 700 лет Россия воюет, причем оборонительной бойни. Что произошло?
все всегда постулировали на Западе и политики, и военные историки, и военные стратегии, что с Россией можно справиться только если оторвать от нее Украину. Что они, собственно, замыслили и то, что они сделали. Но их устраивает любой вариант. В идеале, конечно, они хотят, чтобы России как таковой вообще не было, а были только сырье и те 15-18 миллионов населения, которые бы обслуживали трубопроводы. Или как тут недавно выдал первый совершенно уникальный Собянин, что у нас, оказывается, в России 18 миллионов лишних людей. Да-да, посмотрите, зайдите, почитайте. Собянин сказал, в России лишних 18 миллионов людей живет в деревне. Потому что у нас такие сейчас высокие технологии обработки земли и ведения сельского хозяйства, что они им нечем занять. То есть уже ни надомный труд не упоминается, ни стариков, бабушек, девушек, которые могли бы в теплицах работать или бы дома что-то делать полезно. В общем, бред. То есть к власти пришли не личности, а публичности. Вы это все отлично знаете, боитесь, может быть, себе сказать или соседу. И идеология такая. Вот нам запретили идеологию в Конституции. Но на самом деле, как Вольфович говорил, она есть идеология. Как же? Она звучит так. Хватай побольше, беги подальше. И началось это с этих самых подлых дел известного, как выдающегося немца Майкла фон Горби. Вы понимаете, да? Это целая была вот эта эстафета. Один предатель, потом второй предатель, и пошло-поехало. Что, чем отличался, допустим, Горбачев от Ельцина? Один был скобарь, а другой был жлоб. Ставропольский, а тот был скобарь сибирский. Извините. Кроме косноязычия, популизма и демагогии мы от них ничего не слышали. Особенно, когда например, пришел Горбачев, и все почему-то поверили. Во что поверили, непонятно. Это были сплошные пленизмы, пустословие, благословие, никакой конкретики. Вы помните его фразы? И вот вы знаете, вот так вот, как сказать, вот я еще вспоминаю, вот я был, и вот я так с женой посоветовался, и вот я пришел к тому, и что вот еще вчера подумал, а завтра я к этому подойду, и что-то мы решим. Ну это же было абсолютно, это психическое отклонение. Они были видны сразу. Почему и расшифровывается? Вот лично я 30 лет рассказывал, как расшифровывается Горбачев. Запоминайте. Граждане, обождите радоваться. Брежнев, Андропов, Черненко еще вспомните. Сегодня новый коллектив, вы, может быть, это уже слышали. Александр Николаевич, время. Да. Что происходит на наших глазах с 2014 года, когда Запад совершил контрреволюционный переворот? Он сделал ставку на совершенно известный всем, особенно врачам, постулат: дай возможность человеку, особенно дураку, поверить в собственную глупость. Он никогда не усомнится, себя считая самым умным. И целый массив, целый народ заставит скакать и прыгать, и что они самые уникальные. Древнеегипетские фараоны были, оказывается, украми. Древнегреческие философы были украми, говорили по-хохляцки. И в Черное море они выкопали, а из отпалов сделали Карпаты и Кавказский хребет. Вот этот бред, понимаете, вот он все время нас преследовал. И мы видели, смотрели, ничего не делали. Потому что, ну как, это же право на определение, на отделение, на самоопределение. И к чему пришло? За какие минские переговоры заведомо было известно, что немцы и французы наши заклятые исторические враги. И нас вокруг носа обвели, и сейчас они сознались. Да мы специально тянули, чтобы украинская армия, так называемая, хорошо вооружилась, подготовилась к войне с Россией. Потому что воевать Россией чужими руками – это их вожделенная мечта. Вы знаете, как... Заканчиваю, ну, 2 минуты. Никакой 2 минуты. Ну, я должен 30 секунд. Логически. 30 секунд, Александр Николаевич. Никогда они не умели воевать, везде гнали. МакАртур, вы знаете, в японской войне первый бежал впереди всей армии. Из-за угла и чужими руками. Что, значит, надо сделать сейчас? Лишен совершенно ресурса понятийный аппарат. Вот мы ВФУ. Во-первых, не ВФУ, а укробандиты, укрофашисты, укронеофашисты, так надо называть. А никакие ВФУ, вы должны знать, это вооруженных формирований Украины. Дальше. Надо иметь приступы постулат партийность прессы. Запретить критиковать армию, тем более в такой стрессовой форс-мажорной ситуации. А то одни одно пишут, ура да здравствуй, другие кричат караул, и у народа сумятица. И третье, чтобы я бы всегда сделал замечательно, вот после выступления президента. Ну хорошо, а что дальше? А народ мир не знает, им надо все переводить, им надо где-то сообщать. В советское время была радиостанция, она говорила на 30 языках. Надо повесить спутник высокой орбиты, чтобы на всех языках во время выступления он и транслировал, чтобы до народу, их народу это дошло. Потому что в древности говорят «урби et orbi», городу и миру обращение. А сейчас кому обращение? До кого дойдет, до кого не дойдет. Если был бы спутник, и он бы говорил на всех языках ту же параллельно, они бы понимали, не знаю. Ну я прошу так вот это очень скомканно. Очень скомканно. Чуть-чуть о душе. Спасибо большое. Коллеги, друзья, товарищи.
Конечно, у всех наболело, и те, которые присутствуют здесь, все через сердце, все через голову. И если вдруг возникнут вопросы ко мне, я здесь, пожалуйста, с удовольствием. Вы знаете, у Владимира Ильича Ленина, вот мое поколение помнит, были такие слова: пока не решены общие вопросы, решать частные вопросы бессмысленно, потому что вы всегда будете натыкаться на эти частные вопросы. Вот здесь совершенно справедливо говорилось о том, что голову надо менять, сознание надо менять. И мы с вами в очередной раз убедились, что не бытие определяет сознание, а сознание определяет бытие. Это прекрасно понимал Иосиф Виссарионович Сталин, когда сделал железный занавес. Результаты мы видим. Афганистан с одной стороны и Таджикистан. Разница есть? Колоссальная. Поэтому прежде всего это голова, это сознание. Почему? Вот уважаемый хирург скажет: психосоматика. И когда президент говорил о том, что вот у нас есть священное писание, ориентироваться надо на них, вот мое поколение, к сожалению, забыло, что на протяжении тысячелетий, ни год, ни два, нравственные ценности духовные определялись именно священными писаниями. А у нас забыли об этом. И когда говорят, вот они веруют в Аллаха, а мы веруем в Бога, чушь! Многие не знают, к сожалению, что Аллах, это Элохим, это семитский корень. Это Бог по-русски, Диос по-испански, God по-английски и так далее. Что есть язычество, есть монотеизм или вера в единого Бога. И последние 4000 лет, начиная с сынов Израиля, как раз жили по монотеизму. И все те духовные заповеди, которые были даны, старшее поколение помнит, моральный кодекс строителя коммунизма. Один к одному. А почему не реализовали? Потому что это, по моему глубокому убеждению, я 30 лет занимаюсь, помимо чиновничной и всякой другой научной деятельности, сравнительно-сопоставительным анализом Торы, Нового Завета и Корана. И как атеист, в 40 лет я вдруг понял, что самое прагматичное – это Священное Писание. Самые прагматичные, потому что там давались нормы и правила поведения, которые никто изменить не может. Не убей, не укради, не прелюбодействуй, почитай отца и мать, относись к другому так, как ты хочешь относиться к себе. Сегодня это стало золотым правилом нравственности. А мы руководствовались этим? Нет, забыли. Почему? Потому что не формировали соответствующее сознание. Я заведовал кафедрой педагогики в свое время, лет 30 тому назад, потом был и на государственной службе, руководил аппаратом мандатной комиссии Государственной Думы, и все это происходило, вот это все прихватизация происходила на моих глазах. И видел, чем живут депутаты, а потом был начальником главного управления в парламентском собрании Союза Беларуси и России. И тогда мы хотели организовать союз, но мешали, вихри враждебные всегда веяли над нами. И мне очень понравилось вот возврат к традиционным ценностям, о которых говорил президент, но духовные ценности. К сожалению, возвратиться в то, что было, уже невозможно. Дважды нельзя войти в одну и ту же реку. Необходимо формировать нового человека. И мне очень лестно, что я оказался на острие, и сейчас формируется ДНК, духовно-нравственный кодекс россиянина, Российской Федерации, который должен быть основой и для уголовного кодекса, и для гражданского кодекса, и для уголовной, и так далее. Где основа? В этом. В этом. Вот это самое главное. И еще, вот мне очень понравилось, я всегда оппонировал президенту и говорил так: президент не аргумент. Когда все ссылались, а мы все с вами живем, к сожалению, ну не все, подавляющее большинство с царем в голове, и всегда, а вот президент сказал, значит надо. Нет, нужно включать собственную голову и знать, а что должно быть ориентиром.
ориентиром те духовно-нравственные ценности, которые составляют жизнь человека. А мы потеряли Бога, к сожалению. Тогда что понимается под Богом? Я сейчас не буду говорить. Если вас интересует, подойдете, мы с вами обсудим этот вопрос. Говорят, все люди веруют в Бога. И те, которые говорят, что они атеисты, они должны определить, а что такое атеизм? Почему они не веруют? Во что они не веруют? И здесь наука безжалостна. Необходимо определять понятия и термины. Вот слева сидят товарищи, которые скажут об этом, что да, ни одна научная работа не может обойтись без терминологической системы. И поэтому вот то заблуждение, которое в нас было, чем занимался Советский Союз? И почему он упал, распался? Почему? Накормить, одеть, обуть и все. И вот мы получили результат. А сверхзадача, которая стоит перед человеком, потому что человек это не высокоорганизованное животное. Мы должны это понять. Вот врачи это хорошо понимают. Ничего не получается как будто бы, но когда начинает думать иначе, вот как вы сказали правильно, когда переформатируешь сознание, получается все. Коллеги, я не буду злоупотреблять вашим вниманием, я просто предложу вам ознакомиться с очень интересной работой. Почему я говорю интересной, потому что она принадлежит мне, а я о своем труде не могу говорить иначе. Значит, которая называется «Кораническая цитата. Тематический справочник с краткими комментариями». Эта книга была вручена Владимиру Владимировичу. Я все время жду, вот по телевидению он вдруг скажет, что вот у него есть эта книга. О чем эта книга? Бесчисленная информация о Коране и об исламе, которой сегодня наполнено медийное пространство, имеет разную степень достоверности. При этом далеко не у каждого находится время на то, чтобы самостоятельно изучить Коран и отделить правду от распространенных заблуждений. Тематический справочник содержит фрагменты Корана на 51 тему, которые, как правило, интересуют людей, желающих ознакомиться с последним откровением Бога. Это возможность в короткий срок понять реальные истоки и так далее. Здесь и отношение к иудеям, и к отношению к христианам, и отношение к родителям, и отношение к прелюбодеянию. Я работаю в уголовной исполнительной системе, и вот то, о чем вы говорили, для меня это очень близко, потому что мы имеем дело с теми отморозками, которые приходят. А это не нацисты. Это коннотация в современном русском языке, когда по функции приписывают название. Это самые настоящие националисты. И если завтра в Казахстане будет то же самое, не удивляйтесь. Да. Эту ступень проходят все. Когда-то пытались и у нас, в Москве, и в других местах внедрить. Не получилось. Почему? Потому что русский народ, как многоядерный народ, обладает иммунитетом. Если покопаться, правильно говорят, в каждом русском есть татарин. Но не только татарин. Есть и другие нации, народности и так далее. Этой великой страны. Мы действительно, как говорил Леонид Ильич, единый народ были. Но, к сожалению, сверхзадачи у нас не было. И мы получили то, что мы сегодня имеем. Поэтому на ошибках надо учиться. У Владимира Ильича была замечательная работа «Детская болезнь левизны в коммунизме». Он говорит, наш удел показывать всему миру, как не надо жить. Социализм самый худший. Норвегия, Дания, кто бы о них ни говорил, я бывал там, я 10 лет прожил в Испании после выхода на пенсию из Государственной Думы. И знаю, там уровень другой, но и менталитет другой. И поэтому, когда Иосиф Виссарионович говорил о том, что для победы социалистического строя нам что необходимо, сейчас профессор скажет. Американская деловитость, немецкая пунктуальность и русский революционный размах. А у нас остался только революционный размах. Я не буду злоупотреблять вашим временем. Пожалуйста, я всегда готов к вашему слову. Спасибо. Все принято. Так, и на завершающем у нас скажут вот слабые, сильные, мощные плечи, не знаю, там коня нас как восстановит или как, но по крайней мере вот это официальную часть это завершит прекрасная половина человечества. Ну, про коней не знаю. Значит, Но Мерседес, да. Спасибо большое за то, что есть сейчас возможность высказаться и выступить в столь уважаемом сообществе. И доклады настолько содержательные, настолько цепляют за душу, да, что я, конечно, волнуюсь перед тем, как сказать, что какие-то созвучные вещи, и когда люди такие неравнодушные, что мы что-то можем реально сделать. Меня называется город.
Снимайте все, кто может снять. На другую сторону. Ручку дай. Для себя играй. А создающий высоки. Ой, Себя вспоминаю. Это наша изюминка сегодня. Изюминка. Спасибо. Спасибо. Она хотела еще что-то. Еще одну? Пожалуйста. Пожалуйста. Юля, свободно. Не бойся. Прекрасно. Молодец.
Спасибо. Браво. Браво. Спасибо огромное. Пойдем сейчас торт кушать чай.